pero los terroristas son lo que hacen. Сегодня, 2 августа 2014 года, мы с нашей группой собрались вспомнить о погибших в Одессе. Мы выставили плакаты, фотографии. Мы стоим возле Колизея. Его рядом с дорогой, по которой в древнем Риме проходили центурионы, возвращаясь после победы. Они проходили возле Колизея и проходили вот под Аркой Победы. Под Аркой Победы. А сейчас мы стоим и хотим сказать миру, что может принести фашизм. Правительство Украины фашистского. Perfetto, una sentenza probabilmente adesso In inglese e se vuole ci sta la signora che viene in italiano. No, facciamo pure russo. Vai in Russia, quindi. Allora vogliamo? Mettiamo questo dietro, grazie. Ok, allora se avvicini al microfono per favore. Più vicino. Ok. Я Иванова Галина, родилась в Донецкой области, город Красный Лиман. В последнее время жила в городе Славянск Донецкой области. И то, что случилось на нашей территории, на нашей земле, мы наблюдаем из тележурналов. С самого начала наша семья не стала смотреть на это все, а мой брат взял в руки оружие, чтобы защитить нашу землю, наши семьи, наших детей, наших внуков. 5 мая он погиб, был очень сильный бой на территории Семеновка, зона Славянск, потому что наступали не только украинские войска, а наступали и частные фирмы, блоквейт-боты, американская. Почему ребята взяли в руки оружие? Потому что уже знали, что идут громить, резать, убивать. И в течение этого боя, который случился 5 мая, мертвые 20 человек, не только солдаты, но и жители нашего Славянска. Одна женщина была убита снайпером в голову, застрелена женщина, и в том числе мой брат погиб. В это время тот геноцид, который творится против русского народа, против Донбасса, Луганска, это невыносимо. Никто не хочет видеть, что война на нашей земле, а будем говорить, что налог на войну уже ввели и утвердили. Каждый житель нашего Украины должен платить этот налог, чтобы наши и убивали. Я считаю, что это ненормально. Мир должен проснуться и что-то делать. Grazie. ¿Cómo no es la frontera?
ellos necesitan una guerra para resolver esta crisis. Y por eso continuamente proban que provocar la Rusia para hacer una guerra más grande. Y hoy son 2 meses desde este masacre, donde 38 personas fueron denunciadas desde los fascistas en Odessa, en la casa de los trabajadores. Yo creo que el pueblo de Ucrania todo quiere la paz y la independencia. Creo eso. Y creo que la Unión Europea también y los Estados Unidos esto quieren la guerra. Esta es la verdad. Y por eso nosotros tenemos que hablar de eso. ¿Cuál ciudad? Есть у меня достоверный факт. Настойчиво мне доказать он стремится, что рядом с собой он видит фашистов. Напрасно я все опровергнуть стараюсь. Он твердо уверен, что я заблуждаюсь. А я его знаю простым и хорошим. Он всем, кому трудно, чем может, поможет. Он добрый, честный, умеет трудиться. И как же такое могло с ним случиться? Полгода назад мы с ним были друзьями. Сегодня же пропасть легла между нами. И хоть убедить его очень непросто, прошу я ответить его на вопрос. В Одессе террор москали развязали, а местные власти все это замяли? Призвать москалей не желают к ответу. Уж не потому ли, что просто их нет там? Собравшись в Европу, ты знаешь, не звали, что в Евросоюз Украину не звали. Они в Украину сегодня согласны продукты сбывать, что для жизни опасно. Тебе зомбоящик опять извещает. Россия в Донбассе людей убивает. Но как мне такой парадокс объяснишь, что беженцы дружно бегут к террористам? А знаешь ли ты про секретные планы, что в тайне от вас обсуждают с Обамой? Им сланцевый газ добывать разрешили. Вот только об этом народ не спросили. Они приступить к разработкам желают, а Юго-Восток их к себе не пускает. В расстройстве Обама волнуется НАТО. Как думаешь в этом, Москва виновата? Министр обороны дает объявление. Фильтрацию нужно пройти населению. Он западный план в исполнение приводит. Донбасс должен быть от народа свободен. Сегодня у вас по подсказке Обамы бомбят детсады и больницы и храмы. Зачем производится, мне объясните, поставка Нацгвардии средств химзащиты? Чтоб фактов таких населения не знало, у вас отключили все телеканалы. Скажи мне, согласен ты с этой властью? Такое желаешь ты в будущем счастья? Давай поразмыслим, давай разберемся, давай к нашим общим истокам вернемся. Тот, кто не имеет достаточно знаний, зависим, беспомощен и управляем. Великую ложь по земле распустили те силы, что очень боятся России. Новосаран. Я здесь нахожусь, потому что мне не безразлична вся ситуация, происходящая в моей уже бывшей стране.
ну, как государстве. Она моя родина. Все мои родственники, друзья находятся там. И мне не безразлично то, что происходит, я повторяюсь. Поэтому я здесь и пробую, стараюсь, чтобы люди услышали. Пожалуйста. Все мы здесь для того, чтобы остановить войну. Печку, Лавуша гуляет, малый гуляет. Tiempo por hablar. Pero contra las bombas no hay espíritu. ¿Pero qué hemos hecho para que venga eso? ¿Pero qué hemos hecho? Claro, ¿qué hemos hecho? È il problema, le persone che noi dobbiamo non siamo Как ее зовут? Анжелика. Анжелика. Дальше попробовали. А вы могли бы, чтобы этот плакат попросите его тоже опять. Ну, вот здесь точки не влізло. Yo fui ateo y ha ido dando vueltas a la vida, pero yo estoy en la política, me hice salir de la política. Claro, ya lo sabemos nosotros, pero si es conveniente. Sí, hay muchas cosas. Остановите войну, хватит убивать наших детей, хватит разрушать наши дома. Надо остановить эту бесполезную, никому не нужную войну. Fermate questa guerra, basta uccidere i nostri bambini e bombardare le nostre case. No, noi no.
Давайте, кто там? Раз, два, три. Нет, на дерево.